Фильм создан при содействии Министерства здравоохранения Кыргызской Республики и призван объяснить роль и пользу вакцинации в предупреждении инфекционных болезней и сохранении жизни ребенка. Только благодаря вакцинации мы не знаем такое тяжелое заболевание, как натуральная оспа. В нашей республике 2002 года нет полиомиелита, тоже тяжелое заболевание, после которого наши детишки оставались инвалидами. В сотни раз снизилась заболеваемость дифтерией, тоже которая была со многими смертельными исходами. Снизилась заболеваемость корью, краснухой, эпидпаратитом. То есть роль вакцинации в профилактике инфекционных заболеваний огромная, огромная и огромная. Эти дети, Асема, ей 2 года, и Фатима, 3 месяца, заболели коклюшем. Старшая дочь Асема по причине неврологической болезни была не привита и заразилась инфекцией. Тогда врачи не разрешили прививку. Более месяца мы лечили кашель, но не помогло. Пришлось лечь в больницу. В последнее время младшая тоже кашляла 6 дней непрерывно, и нас перевели в инфекционное отделение. Оказывается, она давно заразилась коклюшем от старшей сестры. Сейчас наше состояние с каждым днем улучшается. Врач обещает выписать в конце недели. Коклюш – инфекционное заразное заболевание. Обычно носителями являются взрослые. В контакте с больными ребенок начинает кашлять через 3-5 дней. Дети в возрасте 1 или 2 месяца могут умереть от нехватки воздуха, но и более взрослый ребенок в зоне риска, если во время кашля рядом не окажется родителей. Особенно коклюш опасен для мозга детей. Он вызывает часто появляющиеся судороги, зачастую ребенок поздно начинает говорить. Если вовремя не лечить коклюш, впоследствии могут развиться неврологические болезни. Вакцина деген бул атайын жазалган препарат. Вакцина – это специально созданный препарат из ослабленных или умерщвленных микроорганизмов. Поэтому иммунитету легче с ними бороться и выработать антитела. Прививка стимулирует иммунитет, который, запомнив возбудителя, борется с ним. Жугуштуу оорунун вирусун алар кармап, ошого туруштук берет. Около $1 США, а пятивалентной вакцины от 5 болезней $3,5. Но для населения вакцина обходится бесплатно. Все привезенные препараты обязательно сертифицируются. В Департаменте по качеству лекарств и медицинской техники Минздрава вся документация. Это у нас пентавалентная вакцина. На нем имеется флаконный термоиндикатор, который показывает, подвергалась ли данная вакцина повышенным температурам. То есть на данной вакцине вам видно, что эта вакцина хранилась должным образом при температуре 2,8 градусов. Приобретение, хранение, доставка препаратов строго регламентированы, и правила неукоснительно соблюдаются, что позволяет гарантировать качество вакцины, которая хранится в соответствующих условиях, с соблюдением режимов температуры и влажности. Для этого центр оснащен самым современным оборудованием.
Это у нас вакцинный склад. У нас имеется 3 холодовые комнаты, то есть это холодовая комната номер 1, номер 2 и номер 3. Объем этих холодовых комнат составляет 30 кубических метров, то есть мы сюда можем вместить до 7000 литров вакцинных препаратов. Для транспортировки на областные склады у нас есть авторефрижератор, с помощью которого мы транспортируем наши вакцинные препараты. С областных центров до районных складов есть специализированные термоконтейнеры, с помощью которого наши заведующие вакцинными складами приезжают на областной уровень и с заполненными термоконтейнерами, с заполненными хладоэлементами их уже забирают до своих районных складов. Родители имеют право знать состав вакцины, производителя, качество, прогнозируемые реакции и другую информацию, вплоть до условий доставки препаратов, входящих в национальный календарь прививок. Инструкции есть в любом прививочном пункте. Противопоказаний немного. Это аллергия, ослабленный иммунитет, болезненное состояние. Врачи обязаны перед прививкой проверить состояние здоровья ребенка. Бұл емдеулер бардығы дені сақ жаш балаға, чоң адамға жасалады. Прививки делают только здоровым детям и взрослым. В случае болезни необходимо пройти обследование, сдать анализы. Если самочувствие неважное или один из анализов сомнительный, больной должен находиться под наблюдением врача и прививается после полного выздоровления. Орған болса көзөмөлүндө болуп, анан ден соолук сак болгон мезгилде емдөө жасалат да. Согласно национальному календарю прививок, все граждане, дети и взрослые, должны получить прививки вовремя. В течение 24 часов после рождения против вирусного гепатита Б, в течение пребывания в роддоме против туберкулеза и полиомиелита, 2 месяца против коклюша, инфекции типа Б, полиомиелита. 12 месяцев против кори, эпидемического паротита, краснухи. 2 года против коклюша, дифтерии, столбняка. 6 лет против дифтерии, столбняка, кори, краснухи. 11, 16, 26, 36, 46 и 56 лет против дифтерии и столбняка. Саламатсыңар, келгиле. Здравствуйте. Здравствуйте, заходите. Как поживаете? Как дети? Хорошо. Как вы сами? Все хорошо. Сколько уже дочки? Слава Богу, годик, 2 числа исполнилось. Все прививки мы сделали. Теперь после года будем прививать против кори, краснухи, паротита. А теперь посмотрим Айшу. Какая хорошая девочка. Как аппетит? Кушает нормально? Да, нормально. Давайте поставим градусник. Температура нормальная, 36,6. Сейчас дадим разрешение на прививки. Вы получили все прививки вовремя, следующие в 2 года. Я выпишу разрешение на прививки. Счастливо вам, будьте здоровы, приходите вовремя. До свидания. До свидания. После разрешения врача медсестра сначала должна тщательно вымыть руки. Затем набрать вакцину в самоблокирующийся шприц. После укола шприц необходимо положить в специальную коробку для последующей утилизации. Дальше медсестра отмечает получение прививки в карточке ребенка. У меня 2 сына и дочка. Сейчас она получила прививку. Слава Богу, все делаем вовремя, и благодаря своевременной вакцинации дети растут здоровыми. Спасибо врачам. В Кыргызстане встречаются случаи отказов от вакцинации детей, так как часть родителей подвержена слухам о якобы вредном воздействии прививки. К чему приводит отказ от них, видно на примере вспышек заболеваемости в соседних странах, когда количество отказов увеличилось по религиозным соображениям. Однако официально зарегистрированные в стране религии, как ислам и православие, не запрещают вакцинацию. Негизи ислам дини, ислам шариаты медицинага
Ислам никогда не был против медицины и медицинской науки. Что касается прививки, то это профилактика болезней, поэтому религиозные деятели многих исламских стран не запрещали вакцинацию и не говорили, что это противоречит шариату, но вводили определенные ограничения. Например, в составе вакцины не должно быть компонентов, полученных из свинины. Второе требование – не должно быть веществ, вредных для здоровья человека. При условии соблюдения двух требований прививки допустимы. Ошол экинчи шарттары ошол адамдын денсаулыгуна зыян болбосун деп гана айтышкан. Эгер ушул эки шарт табылбаса, анда эмдөөгө эч кандай каршылык жок. Каждый год тысячи людей совершают хадж в Мекку и Медину. Мало кто знает, что власти Саудовской Аравии требуют от них наличия справки о полной вакцинации. Еще пример. В исламском государстве Пакистан 20 декабря 2013 года 30 муфтиев из Суннитского совета Иттихад издали фетву в поддержку вакцинации от полиомиелита. Это решение они принимали после вспышки полиомиелита в 111 местах Пакистана в 2011 году, от которых впоследствии 20 детей стали инвалидами на всю жизнь. Они этим решением призывали духовных служителей и население помочь врачам в деле вакцинации детей против полиомиелита. Наша фетва стала большой поддержкой врачей. С помощью прививок нам удалось уменьшить на 95% заболеваемость в провинции Балужистан, а в некоторых местах ликвидировать полностью. Кроме этого, религиозные деятели проводили разъяснительную работу среди населения о пользе прививок. Сейчас та фетва, которая издана в поддержку вакцинации, все еще в силе. Мы хорошо понимаем важность вакцинации для здоровья детей. В основном противники вакцинации используют эмоциональные аргументы. Фактов, как правило, не приводят. Пользуются слухами, рассказами, прямыми измышлениями. А факты таковы, что вакцинации альтернативы нет. У кыргызов была народная медицина, но она не спасла от эпидемии тяжелых болезней. Однако среди населения встречаются представители разных конфессий, которые призывают от имени религии отказываться от прививок, ничем это не аргументируя. Житель Чуйской области Токтарбай Кашатов, бывший медицинский работник, он хорошо помнит тяжелые времена до 60-х годов, когда еще не начались массовые прививки. По его словам, тогда часто повторялись вспышки инфекционных болезней, и иногда в одной семье могло умереть несколько человек. Я помню, что умирали и старики, и дети в одной семье. Не знали, что делать. Не было помощи со стороны медицины, потому что не было вакцин. В 1959-60 годах началась пробная вакцинация населения в Чуйской и Нарынской области, что резко уменьшило количество инфекционных заболеваний. В 60-е годы началась массовая вакцинация, что дало свои плоды. Уменьшилась детская смертность, увеличилась продолжительность жизни. Старший сын Талгат работает в сфере компьютерных технологий. Внучки Алтынгуль и Даткаим учатся на финансиста и юриста. Токтарбай Аксакал считает, что успехи детей и внуков – следствие хорошего здоровья после вакцинации. Все они своевременно прививались и серьезно не болели. Прививали, начиная с роддома. Все хорошо. Поэтому я хочу сказать, что вакцинация нужна. Если делать по правилам и вовремя, дети не болеют. А если не обращать внимания, то болезнь сама напомнит. А своевременная прививка защищает. В данное время в мире очень остро стоит проблема борьбы с корью. Отказ от вакцинации и нежелание прививаться стало причиной многочисленных вспышек болезней во всем мире. По данным ВОЗ, в 2010-2011 годах, несмотря на показатели экономического и социального развития, во многих странах мира зарегистрированы крупные очаги заражения корью. Эти случаи показали, что отказ от прививки может стать причиной распространения инфекционных болезней. Конечно, в наши дни медицина достигла больших высот, но совсем обязательно